Выход белой медведицы Колыманы и ее малыша из берлоги – исторический момент для зоопарка Орто-Дойду и всего научного мира Якутии. С первых секунд видно, малыш не из робкого десятка. Он сразу приступает к изучению нового для него места. В якутском зоопарке настоящий аншлаг. Люди приезжают с районов специально для того, чтобы увидеть малыша самых знаменитых постояльцев – Колыманы и Ломоносова. А маленький хищник уже успел привыкнуть к пристальному вниманию к своей персоне. Селфи на фоне малыша и мамы. Такие снимки за 2 дня стали самыми популярными в социальных сетях якутян. За первый выходной зоопарк посетили сотни детей и их родителей. Для народа, конечно, очень хорошо увидеть такую белого медведя. Не в каждом городе, наверное, такое вот случается. Теперь-то заведующая сектором хищников Оксана Кузьмина не скрывает дату рождения медвежонка – 30 ноября 2016 года. По ее словам, потомство у этих животных стремительно растет и развивается. Если при рождении вес плода достигал порядка 500 граммов, сейчас зверек весит почти 10 килограммов. Специалистам осталось выяснить пол белого медвежонка. Если лицо посмотришь, как бы она нежная, да, как девочка. Но повадки какие-то, они чуть-чуть агрессивные, как мальчик. Так, 50 на 50. Колымана очень хорошая мать. Она учит своего ребенка всему. Учила мыться, она учила, как кушать рыбу. Эксперимент, на который решились якутские зоологи, уникален. Поэтому с первых дней жизни за мамой и детенышем следили с помощью специальных камер наблюдения. Работники зоопарка сильно переживали из-за разных генов родителей. Произошло очень удачное соединение 2 субъектов. Это субъекты из живой природы и субъекты из зоопарка. И в результате мы получили медвежонка. Началась эта красивая история в 2012 году. Именно тогда участники программы «Медвежий патруль» Всемирного фонда дикой природы обнаружили осиротевшего медвежонка. Произошло это на островах Колымского залива. Имя выбрали почти сразу – Колымана. Она мужественно перенесла 5-часовой перелет до Якутска и поселилась в местном зоопарке. Особенно рождению медвежонка обрадовались земляки Колыманы, жители Нижнеколымского района. Арктические рыбаки обещают следить за рационом питания своего нового сородича. Мы сделаем все возможное, чтобы постоянно у него была рыба. Постараемся. Может, даже здесь с кем-то близлежащими и договор какой-то заключим, чтобы поставка была. С момента рождения у медвежонка сразу несколько покровителей. К примеру, Роснефть, крупнейший недропользователь российского шельфа. Под опекой компании все особи белого медведя зоопарков страны. В рамках программы строят новые вольеры и выделяют средства на содержание. Компания «Роснефть» построена вот такой очень хороший вольер, тоже с бассейном, да, где мы можем содержать отдельно самца. Вот это очень важно, да, потому что без этого успешного размножения не было бы. Белый медведь – редкий охраняемый вид, занесенный в Красную книгу России. Их общая численность составляет около 25 тысяч особей. Сегодня существованию белого медведя как вида угрожает промышленное освоение Арктики, загрязнение и разрушение мест обитания, браконьерство и, конечно, глобальное потепление климата. Таяние арктических льдов несет серьезную угрозу этим уникальным млекопитающим. Появились большие пространства воды в связи с потеплением. И это вызывает в некоторой степени и гибель молодых медведей, которые не могут преодолеть это пространство. У них начинается голод. Они же в основном кормятся на льдах, за нерпой и так далее. А тут и наблюдается каннибализм. Специалисты утверждают, что к 2050 году популяция белых медведей в Арктике может сократиться на 2/3 из-за глобальных изменений климата. В Якутии будет создан природный заказник Новосибирские острова, который обеспечит охрану Великой Сибирской полыньи. Это уникальное место, куда на зимовку собираются многие обитатели севера, в том числе белые медведи. Наблюдать за развитием белого медвежонка якутские специалисты будут еще полгода. Именно столько нужно для периода адаптации. Зоопарк якутский является членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.
вот, в которой действуют различные программы по сохранению редких видов животных. Да. В любом случае, да, приплод, который рождается в зоопарках, он потом формируется, да, есть база данных, есть племенные книги, и в какой-то зоопарк ему все равно нужно будет уехать. Выбирать имя для маленького хищника будут всей страной. Министерство охраны природы Якутии объявило конкурс «Подари имя якутскому медвежонку». А пока работники зоопарка временно называют его Умкой. Остаться в Орто-Дойду медвежонок не сможет. Содержание 3 арктических хищников – задача непростая. Его дальнейшая судьба решится после определения пола. Если детеныш окажется девочкой, ее направят в Санкт-Петербург. В противном случае белый медведь пополнит ряды Хабаровского зоопарка. Айна Винокурова, Дмитрий Макаров, Александр Томский и Роберт Набиев. Вести.